Россия – многонациональная страна с уникальным культурным кодом, который важно передать будущим поколениям, сохранив традиции и ценности. С целью повышения культурной грамотности, духовного, эстетического и художественного развития подрастающего поколения Министерство культуры России совместно с Министерством просвещения России реализует межведомственный культурно-образовательный проект «Культура для школьников». Ежегодно проект объединяет более 1,5 миллиона школьников и знакомит с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры. В 2022 году в проекте приняли участие все 8 федеральных округов Российской Федерации и все регионы нашей необъятной страны от Владивостока до Калининграда. «Культура для школьников» – уникальный проект. С помощью доступного онлайн-формата и современных каналов коммуникаций практически каждый школьник страны может познакомиться с выдающимися деятелями культуры, принять участие в акциях, образовательных квестах, мастер-классах, марафонах. В 2022 году по каждому направлению велась организованная работа различных мероприятий с привлечением большого количества учащихся. Самыми яркими из них стали всероссийская акция «Моя любимая сказка», которая прошла в рамках Международного дня детской книги, а также Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В акции 20 тысяч школьников читали авторские сказки и сказки разных народов России. Важным шагом в развитии проекта стал выход на международный уровень. В акции участвовали школьники из Республики Беларусь. Ежегодная акция «Летопись сердец», приуроченная к празднованию Дня Победы в 2022 году, была посвящена архитектуре. Почти 2000 школьников поделились своими рисунками, посвященными Дню Победы в социальной сети ВКонтакте, и поздравили ветеранов. Летом 2022 года прошел образовательный онлайн-квест «Традиции народов России», созданный совместно с онлайн-школой «Фоксфорд». Более 48 тысяч школьников познакомились с культурой народов России, особенностями их быта, местными праздниками и обычаями. В рамках акции «Культурная суббота. Танцы народов России детям», которая прошла в июле 2022 года на территории всех субъектов, в том числе в отдаленных населенных пунктах, были проведены мастер-классы по элементам народных танцев. Более 6 тысяч школьников, творческих коллективов и учителей присоединились к акции и исполнили зажигательные танцы. Летом в рамках детского международного культурного форума был представлен стенд «Культура для школьников», где прошли мастер-классы для детей из России и иностранных государств от федеральных наставников проекта. В этом году в ежегодной всероссийской акции Минкультуры России, Минпросвещения России и компании Яндекс «Культурный марафон» приняли участие более 1 миллиона человек. Тема марафона посвящена истории моды и роли технологий в ее развитии. Около 11 тысяч школьников из всех регионов России приняли участие в патриотической акции «Единство духа». Акция была посвящена памяти Сергея Пускипалиса, одного из наставников проекта «Культура для школьников», который успешно продвигал идею патриотического воспитания и уважительного отношения к родной культуре. «Неизвестные известные» – ежегодная акция, которая открывает образы известных деятелей культуры по-новому, не скучно, современно и очень познавательно. В 2022 году вниманию школьников представлены 5 видеороликов о Достоевском, Некрасове, Булгакове, Барто, Шостаковиче в формате, который заинтересует каждого. Проект «Культура для школьников» ежегодно приобщает миллионы детей со всей России к изучению культуры и развивает их таланты. Вместе мы сохраним традиции нашей Родины и приумножим ее культурный потенциал.